Вопрос. Как вы думаете, зачем нам такие штаны? Самый молодой, кто больше всех слышал, да, действительно, это такие штаны, чтобы скакать на коне. Ну, более такая, я бы сказала, историческая форма. Ну, как я говорила ранее, татары не вели оседлый образ жизни, они постоянно путешествовали. Ну, вот тут спокойно все собирается, вот так вот спокойно ногу можно было закинуть. Такие штаны были и у мужчин, и у женщин. А когда девушки, ну, скажем так, когда татары осели на местности, они такие штаны уже используют, например, для лавки, чтобы залазить на саке, садиться в позе по-турецки, на колени. Тоже, я бы сказала, так для удобства. Еще, если посмотреть, штаны очень простые в изготовлении. Это 3 куска ткани. То есть раз кусок посерединке и еще сбоку. По сути, когда человек путешествует там по своим лугам, по полям, то это был самый легкий способ себе все это изготовить. Ну, с собой ткацкий станок, конечно, таскали, но как бы такого производства бы не получилось. Дальше у нас идет рубаха. И у мужчин, и у женщин тоже это является, по сути, таким обязательным атрибутом. Но, как мы знаем, очень часто девушки покрываются, но у мужчин тоже есть зоны, которые надо закрывать. Это где-то от плеч и несколько пальцев от колена. Зоны закрываются, поедете в арабские, в турецкие страны, там будет как раз-таки специальный купальный костюм не только для женщин, но и для мужчин. Тоже все это встречается. Вот. У женщин закрывается где-то с кисти рук и до щиколотки плюс-минус, но и у мужчин, и у женщин все это тоже существует. Сам по себе мужской костюм он проще, это где-то 5-7 объектов одежды. И кого мы хотим показать? Хотим показать умного, ну точнее богатого человека. Мы одеваем что-то более тяжелое, красивое, ярко украшенное, золотое шитье, ну такое серебряное шитье. В общем, ярко и красиво. Зачастую были подкладки, это могли быть жиляны, пальто различные. Ну, сам по себе костюм весит где-то килограмм 2. Достаточно тяжелый, потому что ткань вся была натуральная. Если мы хотим как-то показать, что мы еще и умные, то мы носим что-нибудь такого зеленого, красивого цвета. Очень часто, например, сейчас это ассоциируется с цветом ислама, и, например, мулла или имам чаще всего носит именно зеленого такого цвета. Тоже такой, я бы сказала, интересный показатель. Тоже будем с вами, по сути, примерять потом. Ну, к штанам готов. Да, штаны у нас самые наши любимые.